Здравствуйте, меня зовут Аманжол Давлетбекович. Почему именно я выбрал медицину? Ну, мне всегда очень нравилась медицина и помогать людям. Сразу на глазах меняется. То есть вот это вот меня оно как-то тронуло тогда еще, когда в школьные годы. У меня было время, когда я хотел уйти с медицины, потому что было очень сложно. Были предметы такие, как экономика, политология, анатомия был предмет. И очень сложно было. Я помню, прям чуть ли не в слезах приходил. У какой-то семьи есть возможность оплатить ребенку 800 тысяч, а у какой-то семьи нету. И либо будьте лучшими среди лучших. Здравствуйте, меня зовут Аманжол Давлетбекович, и сегодня я хочу рассказать немного о себе. Я родился в Павлодарской области, Экибастузский район, село Торткудук. Почему именно я выбрал медицину? Ну, мне всегда очень нравилась медицина и помогать людям. Потому что именно в нашей семье всегда ставили за основу это образование и помощь людям. Я с очень простой семьи, и в школе я всегда был активистом, мне всегда было интересно познавать науку. Мне в школе всегда нравился предмет биология. И у меня всегда в школе, я помню, до сих пор отметки всегда стояли пятерки, потому что мне всегда вначале это было, биология это было в 11 классе, вначале у нас была ботаника, валеология, и потом более к старшим классам я уже более осознанно пришел к этому предмету биология. Почему биология? Потому что с помощью биологии мы изучали синтез, механизм организма, как вообще существует клетка. В 11 классов я вот прожил в селе Торткудук, и там закончил 11 классов, и мы сдавали национальное тестирование. Почему именно медицина? Нас в семье было двое. Старше меня это моя сестра, Ризагуль зовут, и я. Сестра моя училась на класс старше, а я на класс ниже учился. И приходит время, когда ей надо было сдавать национальное тестирование, она хотела поступить на факультет стоматологии. Ну и, конечно, как и везде, усердно в 11 классе, да, мы всегда готовимся, учим тесты, переживаем, сдадим, не сдадим. Ну, сестра набрала, я считаю, очень хорошие баллы тогда, но, к сожалению, она не поступила на факультет стоматология. И я помню, тогда я пришел после футбола, по-моему, домой захожу, и мама была расстроена. И я подхожу к маме своей, говорю: мам, что случилось, а почему вы расстроились? Она говорит: ну вот, Ризагуль не поступила на грант. Ну и как вы понимаете, что в любой сельской семье, да, обучение в то время в стоматологии, это 2011 год был, стоило почти 700 тысяч в год. Ну, для сельской семьи с определенным достатком, ну, это финансово очень большая была нагрузка. Я тогда подумал, ну, смотрю, что мама расстроена, и маме говорю: мам, в следующий год я перехожу в 11 класс, и я вам обещаю, что я поступлю на грант, и именно в этот университет, город Караганда и Карагандинский медицинский университет. Дал слово своей маме. Сестра поступает платно в Караганду. Тогда мы город Караганда не знали, но тогда я себе дал слово, что я поступлю в город Караганда, и именно этот университет я выиграю грант. И через год приходит мое время, я перехожу в 11 класс. Я уже тогда знал, что я выберу биологию, что я буду врачом, потому что мне всегда нравилось помогать людям. И самое то, что приятно, это когда ты помогаешь людям, и ты видишь в глазах людей, когда ты им помог, и вот у людей действительно глаза блестят, когда ты облегчаешь их страдания с тем, что ты помог им, и, допустим, какая-то боль или что-то у них происходило, мы, допустим, помогли, и мы видим сразу свое улучшение. То есть люди сразу на глазах меняются. То есть вот это вот меня, оно как-то тронуло тогда еще, когда в школьные годы. И поэтому я тогда перед собой поставил задачу, что я буду врачом, я буду помогать людям. Я выбрал биологию, готовился усердно. В то время было 5 предметов. Казахский язык, он тогда не считался. Было 4 предмета. Мы сдавали биологию, история Казахстана, русский и математика. Ну, 5-й предмет был казахский, а казахский всегда отнимали. И я набираю баллы. Потом мы подаем заявку, выбираем 4 университета. Первый выбираю Карагандинский медицинский университет. И в августе, в 10-х числах, в 15-х числах в «Казахстанской правде», тогда в 2012 году выходит список обладателей грантов. Я помню, тогда мы с моей одноклассницей, Дана Акимжанова звали, да, и мы вместе, она биологию сдавала, я биологию сдавали.
И мы судорожно долго переживали, поступим мы на грант, не поступим, потому что у меня была задача, и у нее была задача облегчить финансовую нагрузку своим родителям, чтобы наши родители не платили за наше обучение. Ведь у нас в Казахстане есть, государство дает очень много грантов. Если стремление молодежи будет выучиться и набрать определенные баллы, то они могут поступить на грант. Мы набрали свои баллы, мы подали заявку с моей одноклассницей, и мы ждали, но время прям долго тянулось. И 15 числа, я помню, мы с моей одноклассницей, Даной, у нее во дворе, разговаривали вечером, вот обсуждали свое будущее, кто куда поступит, какой город. Потому что мы не знали, мы 11 классов, да, проучились в сельской школе, и для нас выезд в город был какой-то барьер тяжелый, который перебороть надо. Там все новое. И выходят списки, помню, мне скидывают списки, и мы вместе с ней сидим и смотрим списки. И она поступила на ветсанитарию, это был Павлодарский государственный университет имени Турайгырова, по-моему, она поступила на грант туда. И следующий, я смотрю свой список, я поступаю, обладатель гранта, написано код университета, и написано общая медицина и грант. И написано Карагандинский медицинский университет. Я помню, время было почти утро, я бегу такой довольный домой, забегаю в комнату, стучусь маме в комнату, мама спит, я говорю: мама, я поступил на грант, довольный такой. У меня столько эмоций, потому что я дал слово своей маме, что я поступлю на грант. И вот я его выполнил. Я маме говорю: мама, вы знаете, я вам, говорю, хочу сейчас сообщить новость, я говорю, свинше. Она говорит: что случилось? Я говорю: я поступил на грант. И мама мне тогда говорит: да нет, ты шутишь, типа, балам. Я говорю: правда, говорю, и вот я показываю списки, вот эту газету, да, и опубликован. И вот моя мама в слезах от счастья, наверное, это первые минуты или секунды, это такие минуты счастья, наверное, за своего ребенка, то, что вот он поступил на грант. Она первое время не верила, а потом уже вышли списки официальные, да, «Казахстанская правда», и я стал обладателем гранта. Ну, потом, это такие приятные моменты, хлопоты, документы собирать надо было, вещи упаковывать, и в августе 25-28 числа я приехал в Караганду, потому что надо было пораньше приезжать, и должно быть заселение в общежитие. И помню первую свою, это было мое первое общежитие на Гоголя, общежитие номер 3. И мы документы собрали, приехали. И было очень много абитуриентов, потому что многие со всего Казахстана тогда, да, поступили на факультет общей медицины. И мы стояли с сумками, проходили медосмотр, и с большими глазами, с переживанием, что за город, как мы тут будем, сможем ли мы, у всех такой вопрос стоял. Заселились в общежитие. Хочу сказать тут спасибо, наверное, в то время государству и университету, потому что тогда мы платили за общежитие, в год платили всего 28 тысяч тенге в год. На сегодня это очень вообще копейки. И у нас был Wi-Fi, у нас было все условия были, только учись. Сразу хочу сказать, что обучение в университете первые 2 года для меня было очень сложно, особенно первый курс. У меня было время, когда я хотел уйти с медицины, потому что было очень сложно. Были предметы такие, как экономика, политология, анатомия был предмет. И очень сложно было. Я помню, прям чуть ли не в слезах приходил в общежитие и хотелось отчислиться. Помню, даже один разговор был, я позвонил тоже родителям своим, и говорю: блин, мне очень сложно, наверное, я отчислюсь. И тогда, наверное, слова моих родителей, они до сих пор, я до сих пор их помню, потому что они мне тогда сказали: Аманжол, а ты думал, что в медицине будет легко? Подумай еще раз внимательно, хорошо. То есть все эти сложности, которые, допустим, у тебя сейчас на пути, их ты преодолеешь, потом ты станешь хорошим специалистом. И я тогда задумался, ведь действительно, когда мы в школу ходим в 1 класс, мы изучаем там буквы, потом учимся писать, это всегда сложно, мы никогда не хотим это делать. Поэтапно, еженедельно дисциплина нас учит этому, и мы потом начинаем читать, писать, то есть это надо определенное время. Я тогда задумался об этом, и еще один факт хочу сказать, что мне родители сказали: вот этот грант, который ты выиграл, республиканский, его мог выиграть любой чья-то дочь, чей-то сын с любой сельской зоны, да, Казахстана.
Потому что когда мы поступали, у нас была сельская квота, и это давало какую-то привилегию нас от городских детей. Поэтому ты задумайся, вот, если ты сейчас отчислишься, для чего тогда это все было сделано, для чего чья-то мечта, может быть, не осуществилась, сейчас ты отчислишься, поэтому подумай хорошо. И я помню, в тот день я пришел в общежитие и целый день думал, раздумывание в моей голове было. И на следующий день я собрался и уже позвонил родителям, сказал: все, я собрался, идем вперед. И уже после второго курса, действительно, первый год это был такой переломный. Переломный почему, хочу сказать, потому что период адаптации, когда ты меняешь сельскую зону на городскую, это первое время, это очень сложно. Поэтому я это прожил, это целый год. И потом уже со второго курса все было, ну, могу сказать, что это было все идеально, потому что я с первого курса я уже был староста группы, потом был староста курса, то есть я занимался активной деятельностью, общественной деятельностью в университете. Мы проводили очень много мероприятий, и у нас, хочу сказать, наш курс, кто вот поступил в Карагандинский медицинский университет в 2012 года, 2017 года мы закончили, наш курс был, он самый большой, у нас почти было 1100 студентов, абитуриентов, и ближе к пятому курсу у нас где-то было 600. То есть половина отсеялась. Кто-то понял, что это медицина, это не его, кто-то не справился, и вот такой отсев произошел. Но остались, я хочу сказать, самые стойкие, самые сильные. И еще раз хочу добавить, что было очень много у меня одногруппников, которые тоже также с сельской местности. Кто-то был Северо-Казахстанская область, кто-то с Костанайской области, кто-то с Павлодарской области, Южно-Казахстанская область тогда была, Кызылординская область. И можно говорить много областей, но остается то, что эти ребята на сегодня тоже они были с сельской местности, они закончили медицинский университет, это мои одногруппники, мои коллеги. И сегодня они трудятся во благо медицины и здравоохранения нашего Казахстана. Хотя когда-то они тоже родились в сельской местности, отучились там и поступили, им ничего не помешало поступить на грант и облегчить экономическое состояние своим родителям, чтобы они не тратили колоссальных денег, потому что у какой-то семьи есть возможность оплатить ребенку 800 тысяч, а у какой-то семьи нету. И либо эта возможность есть, но там родителям надо работать на 3-4 работах и в чем-то себе отказывать. Поэтому мои одногруппники, которые в моей группе учились, они все учились на гранте. И поэтому хочу передать всем привет своим однокурсникам, которые учились с 2012 года по 2019 года, потому что я действительно горд, что на моем курсе было очень много грамотных специалистов, которые сегодня есть в Караганде, в Астане, в Кызылорде, и многие даже сейчас, как закончили и стали врачами, многие там переехали в Германию, в Европе сейчас работают. И это тоже можно сказать о том, что наша медицина в Казахстане и наш диплом, он котируется в Германии. Многие в Германии одногруппники сейчас работают. И они доказывают, что наша медицина и Карагандинский медицинский университет – это флагман, и у него есть авторитет. Хочу обратиться ко всем, кто будет смотреть это видео, особенно к ребятам, кто сегодня учится в 11 классе и выбрал именно предмет биологии, и кто хочет связать свою жизнь с медициной. Хочу сказать вам, вы уже сделали большой выбор, то, что выбрали медицину, и сейчас просто надо будет подготовиться, набрать определенные баллы, чтобы поступить на грант. А на грант можно поступить, потому что каждый год выделяется очень много грантов на общую медицину и стоматологию. Сразу хочу сказать и предупредить, ребята, вы в первое время не отчаивайтесь, если вы поступите на грант. В первое время будет сложно, никто не говорит, что будет легко, но эти сложности, они вас закалят, чтобы вы смогли стать тем специалистом, которым вы хотите стать. И либо тем специалистам, которых не хватает сегодня у нас в Казахстане. Потому что первые курсы будут переломные, будет сложно, будет очень большая нагрузка. Сразу скажу, что когда мы учились, мы с 8 утра до 6 вечера мы учились на лекциях, на практических занятиях. То есть мы приходили в общежитие в 7 часов вечера, и надо было еще готовиться к завтрашнему занятию, потому что были коллоквиумы, рубежные контроли, 8, экзамены.
сейчас я перед вами и хочу сказать, что я это все преодолел и преодолеете и вы. Поэтому, если вы выбрали медицину, не сомневайтесь, а главное, учитесь, ставьте цели перед собой и обязательно добивайтесь этих целей. И много-много читайте, потому что медицина, она не стоит на месте. Каждый раз технологии меняются, протоколы меняются. Будьте лучшими среди лучших.